В наше время тяжело представить жизнь без транспорта, особенно общественного. Он помогает быстрее добраться до необходимого места, например, до работы или университета. Я с самого детства ездил на троллейбусах, и сейчас, когда привезли нам новые троллейбусы, можно так сказать, я думаю, так же, как и я, многие жители Абхазии очень этому рады, и я думаю, многие с нетерпением захотят прокатиться на этом новом троллейбусе, потому что для Абхазии это действительно огромный подарок. Мы как студенты, мы ездим до нашего Абхазского государственного университета, и поэтому нам очень удобно ездить, то есть прямо отсюда. Здесь надо всего лишь подняться, и это не занимает много времени. Неудобно было ждать транспорт с большим интервалом. Это было плохо, конечно, а сейчас чудесно. Спасибо вам за это. Я еду сейчас на рынок. Там, а потом уже домой опять и буду ждать троллейбус. С сегодняшнего дня запускаются 6 новых троллейбусов. По просьбе президента Абхазии эти троллейбусы уже доставляются в республику. Транспорт – подарок от администрации Санкт-Петербурга. На днях автовозом привезут еще 4 троллейбуса. У наших горожан будет возможность по старым линиям все эти наши троллейбусы будут курсировать, а со своей стороны начальник троллейбусного парка поработал, делал так, чтобы были возможности у троллейбусов, чтобы они могли курсировать и с нового района, начиная на старый поселок, будут заезжать на Маяк, в Синоп. Для наших горожан это очень удобно будет. Троллейбусами будет удобно пользоваться мамам с колясками, а также людям с ОВЗ. Каждый из них имеет 24 посадочных места. В зимний период времени троллейбусы курсируют с 6 утра до 8 часов вечера, а летом до 9 часов вечера. Сергей Владимирович Кириенко дал импульс хороший, помог в этом деле. После этого еще дорабатывали, администрация города Сухум, Тимур Михайлович Агарба ежедневно занимался этими всеми делами. Маршрут Маяк-Каштаг не работал больше 3 лет. Аслан Алан, директор троллейбусного управления, отметил, что связано это было с рядом причин. Были проблемы с подстанцией, контактной сетью, нехватки самих подвижных составов. Также директор рассказал, что на каждом маршруте определенное количество троллейбусов. На район рынок около 4 троллейбусов выезжает. Старый поселок рынок 2 троллейбуса. И Маяк-Каштаг планируется вообще до 3-4 выпустить, но в данном этапе будут выходить, мы начинаем с 1 троллейбуса, а дальше будем добавлять. И в ближайшее время еще 1 будет выезжать. И так далее, до 4 максимум будет выезжать в этом направлении. Хотелось бы вообще поблагодарить администрацию города Санкт-Петербург за выделенные троллейбусы, современные троллейбусы, они низкопольные. В принципе, состояние мы можем видеть сами в салоне, очень комфортно. Я думаю, нашим горожанам будет ездить. По словам Аслана Алан, для запуска новых троллейбусов идет поэтапное восстановление контактных сетей в районе Турбазы и Синопа. В связи с тем, что мы получили новые троллейбусы по поручению главы города Тимура Михайловича, у нас была задача восстановить контактную сеть, это на район Турбазы и Синопа. И помимо этого были проведены работы на самой подстанции. В целом у нас их 4 подстанции, процесс идет, главное, это будет идти поэтапно. Первая подстанция у нас находится в районе Дзидзаря. Она основная, потому что вся нагрузка на нее, она питает весь город. Также для уже функционирующих старых троллейбусов приобретены современные антивандальные сиденья. Аслан Алан добавил, что троллейбусному парку не хватает водителей. Новый персонал готовы обучить, ведь опыт для такой работы не требуется. Напомним, что движение по улице Акиртава вновь будет с выделенной полосой для общественного транспорта. Такое решение принято депутатами СГС после рассмотрения обращения администрации города. Возобновлено движение троллейбусов по маршруту Маяк-Каштаг. Организовать выделенную полосу движения для электрического общественного транспорта на улице Акиртава предлагается временно, до декабря 2027 года. Аэлита Арутюнян, Даниил Ханагуа, Абхазское телевидение.